13 октября в нашей школе состоялась дискуссия между 9 А и 9 Б классом. Смертная казнь в России. Командам предлагалось высказать свое мнение «за» или «против». Давайте посмотрим, что же происходило. В нашей школе заработал дискуссионный клуб. Его организатором выступил учитель истории Дмитрий Евгеньевич Лукашенко. Пока названия у клуба нет, но вы можете предложить свои варианты и, конечно, принять участие в любой дискуссии. Добрый день, уважаемые гости, уважаемое жюри. Прежде чем представить наших судей, позвольте мне объявить тему дискуссии, то есть спора, который будет вести сегодня команды. Тема «Смертная казнь в России как наказание». Мнение «за» и «против». А я долгое время думал, что на самом деле нужно нашему обществу. Школа же это слепо общество. В обществе много проблем. И в обществе чудовищная разобщенность. Мы часто все друг чужие. Думал я. А рецептом лекарства от этого, я думаю, может быть дискуссия. Мы можем собраться, поспорить о темах, которые сейчас послышны. Первая дискуссия состоялась 13 октября в актовом зале. Ученики 9 А и 9 Б класс заняли противоположные стороны по теме «Смертная казнь». 9 А класс выступал за применение смертной казни, а 9 Б против. Командам нужно было убедить противника и жюри в своей точке зрения. Для команды 9 А класса. И сегодня наш класс готов сразиться в диспуте с командой 9 Б класса. В первую очередь я хотел бы вас спросить, вы когда-то думали о людях, которые ведут на смертную казнь, о их прошлом, о их родных, о том, виновны ли они на самом деле? Мы считаем, что осужденный на смертную казнь должен понести соответствующее наказание. Приговор был вынесен неспроста. А людям свойственно ошибаться. Иногда, казалось бы, неопровержимые, железобетонные доказательства не являются таковыми, а иногда и вовсе являются поддельными. Из-за этого умирают невинные люди. После перестрелки прозвучали вопросы из зала, как от учеников, так и от учителей школы. Командам пришлось постараться, чтобы на них ответить. На каких принципах законной гуманности основывается ваша позиция относительно смертной казни? 9 А. Как вы будете защищать свою точку зрения в разговоре с православным священником? Вопрос к 9 Б. Что вы скажете православному священнику, вышедшему после исповеди приговоренного к смертной казни? Отметим, что в составе жюри был профессиональный политолог, сотрудник Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Прошу отметить высокий уровень культуры общения. Спасибо, что вы друг друга уважали своих оппонентов, даже тех, кого не перебивал, не оскорблял. И, конечно, нам было сегодня очень трудно выбрать победителя. Победу в дебатах одержал 9 Б класс. Ребятам вручили грамоты и статуэтку. Подробный разбор ждет участников дискуссии на уроках истории и обществознания. Софья Благиных, Елена Воробьева, Школьные новости.